Друзья, всем привет! В эфире телепроект «Тонус». С вами я, Урмат Назыкулов. Ну а это значит, что пришло время заняться спортом. Наш сегодняшний выпуск будет посвящен новому, доступному, массовому движению стрит-воркаут. Ну а еще мы вас познакомим со звездой мировой величины Денисом Мининым. Оставайтесь с нами. Самый первый выпуск первого сезона нашего телепроекта «Тонус» мы посвятили такому направлению, как воркаут. Давайте же вспомним, что же это такое. Воркаут – уличное фитнес-направление, объединяющее уникальный подход к тренировкам, философию многостороннего развития личности и социальную активность. В основе воркаута лежит идея о том, что возможности для тренировки можно найти в любом месте и в любое время. А многообразие упражнений с собственным весом позволяет подобрать нагрузку под любой уровень подготовки. Занятия на улице дают отличные результаты в плане здоровья, силы и красоты тела без каких-либо финансовых затрат. Ведь этим спортом можно заниматься везде – на турниках, на брусьях, на перекладинах и даже деревьях. Однако философия воркаута выходит далеко за пределы уличных спортивных площадок. Идея заключается в том, чтобы превратить ту силу, которую дают тренировки, в уверенность в себе и использовать ее во всех сферах жизни. Каждый день воркаутеры стремятся стать лучше, чем они были вчера. В воркаут заложена и социальная составляющая, которая заключается в создании локальных сообществ на базе уличных спортивных площадок. Смысл не только в том, чтобы развиваться самому, но и в том, чтобы помогать развиваться другим людям. В воркауте каждый может стать чем-то примером для других, а общение – это очень важная составляющая часть, без которой невозможно представить эту культуру. Именно с такой миссией, по приглашению Федерации воркаута и стритлифтинга Кыргызской Республики, к нам впервые приехал живая легенда этого вида спорта – украинец Денис Минин. Денис Минин за свои 30 с небольшим добился больших высот и достижений. Он является лидером движения за здоровый образ жизни, президентом Международной Федерации стрит-воркаут. Благодаря ему было построено около 500 спортивных площадок по всему миру и проведено более 1000 мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни. Телепроект «Тонус», конечно же, не упустил такую прекрасную возможность познакомить вас с этой интересной личностью. Будьте в тонусе! Дорогие друзья, мы приехали во дворец молодежи города Токмок. Сегодня здесь открывается специализированная воркаут-площадка. И сейчас состоятся показательные соревнования. Сегодняшнее мероприятие обещает быть очень интересным и насыщенным, поэтому оставайтесь с нами и будьте в тонусе. Мне очень приятно, то, что я сегодня не только свидетелем, но и участником данного мероприятия стал. Мы сегодня смогли объединить молодежь, так скажем, да, и спорт вместе через данный вид спорта воркаут. Здесь мы находимся в одном из областном центре молодежи, который относится к нам, госагентству. Плюс здесь же, на этой территории этого центра, открывается данная спортивная площадка. Это вдвойне приятно. И, как вы поняли, это бесплатно для детей. Любой желающий житель города, либо гость города может свободно посетить данную спортплощадку и позаниматься. Тамерлан, приветствую. Как настроение? Супер. От настроения прям на высшем зашкаливает. А расскажи, пожалуйста, о сегодняшнем мероприятии. Сегодня у нас очень такое, скажу, грандиозное событие. Это открытие специализированной воркаут-площадки. Единственное. Это находится, да, в городе Токмаке находится. Современная, практичная, эстетично вошла она как раз в двор молодежи. Но это для нас большой праздник. Ну и для тонуса тоже. Да. Расскажи, пожалуйста, про соревнования. Соревнования будут проходить в формате батл. Будет участников 8 количество, и между ними будет выявляться сильнейший. Спасибо тебе за такой прекрасно организованный праздник спорта и здоровый образ жизни. Спасибо.
Уважаемые друзья, раскроем вам небольшой секрет. На сегодняшних соревнованиях участвует также команда от проекта «Тонус». Мы рады вам представить Карека и Махсата. Карек, Махсат, приветствую вас. Как настроение? Отличное настроение. Шикарно вообще. Сегодня и погода хорошая, и энергичная. Заряд бодрый, да? Да, заряд бодрый. И... В тонусе. Все. Ребята находятся в тонусе, да. И хотелось бы узнать, как давно вы занимаетесь воркаутами, почему именно это движение? Воркаутом занимаюсь уже с 2010 года. А это движение выбрал, потому что оно легко доступное в любом месте, в любое время, бесплатно. Вышел на турники, позанимался. А дальше уже начал изучать трюки. Хотим вам представить еще одного участника сегодняшнего мероприятия Хады Хаджаев Шухрат. Шухрат, приветствуем, как настроение? Настроение отличное, боевое. Хотелось бы узнать, как давно ты занимаешься воркаутом? Ну, воркаутом чисто профессионально занимаюсь около 2 лет. А до этого, с детства на турниках, то есть брусья увлекался, но как воркаутом пока не занимался. А вот как 2 года уже. Почему ты решил себя посвятить этому виду спорта? Любовь у меня к турникам и брусьям с детства, а после того, как я узнал, что у нас открылась федерация, то есть появились какие-то возможности у нас где-то выступать, где-то показывать свои способности, то после этого я решил, что займусь активным воркаутом, так как это бесплатно, это неплохо прокачивает мышечную массу. Сегодня мероприятие прошло на высшем уровне, я считаю, потому что собрались очень известные люди. Приехал глава международной организации по стрит-воркауту Денис Минин, мэр города Токмок, Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта, программа развития ПРООН и многие другие. Это было невероятное мероприятие, которое, я уверен, сделает нашу молодежь сильнее, крепче и воодушевленнее в плане спорта.
Дорогие друзья, я рад объявить о том, что наши ребята, команда «Тонус», два брата, стали обладателями первого и второго места. И это для нас большая честь и большая гордость. Карек, Махсат, поздравляю вас. Как настроение, как ощущение? Спасибо, настроение суперское. Отлично. Что вы ощутили, когда вы выступали? Волнение в первую очередь и энергию, тонус. Именно ощутил то, что именно долго готовились к этой цели, и вот цель добита. Добились этой цели, это самое главное для нас. Говорят то, что дети не слушают, что мы им говорим, а дети повторяют за нами. Если сегодня мы, взрослые, будем вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и следить за здоровьем, то завтра обязательно вырастет поколение сильных и здоровых. Друзья, поздравляю вас с очередной победой. И от лица нашего генерального партнера, компании Elite House, я хочу вручить вам благодарственное письмо за вклад в развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни в Кыргызстане. Команда «Тонус». Так, и такой сертификат на приобретение квартиры в размере 150 тысяч сомов. Спасибо. Это тебе, держи. Компания Elite House заботится о благосостоянии народа и здоровье нации. Денис, еще раз приветствую. Добро пожаловать в Кыргызстан. И первым делом хотелось бы узнать у вас вообще, что такое воркаут, в чем философия этого движения, в чем его фишка? Воркаут прежде всего это тренировка. Стрит-воркаут – это уличные тренировки. Конечно же, если начинать с малого, с классического, с чего, собственно, и начался воркаут, это возрождение традиций наших предков, наших дедов, прадедов, отцов, которые занимались на спортивных площадках. Но сейчас это нечто большее, да, молодые ребята сейчас не просто подтягиваются там, не просто отжимаются на брусьях, а делают некое шоу. Это изюминка, это чемпионаты, это целые фестивали, это уже международное движение. Это не обычные занятия на турниках и брусьях, это целая философия, целая идеология. И если перерастать уже с просто занятий на турниках, на спортивной площадке, а, кстати, воркаутом можно заниматься еще и просто на земле, или просто в парке. Или если вот есть лавочка, я могу на лавочке практически прокачать практически все группы мышц. С ногами только будет сложно, но тем не менее. Плюс преимущество воркаута в том, что это демократично, доступно. Именно поэтому это самый доступный и массовый вид спорта или направления. Потому что, ну, допустим, я могу позволить себе ходить в очень дорогостоящий фитнес-клуб, да? А могут ли многие тысячи, миллионы подростков позволить себе? Нет. Поэтому есть альтернатива. Также это прежде всего альтернатива наркотикам и алкоголю, табаку, да, к которым это относится. Ну, это, в принципе, есть классификация наркотиков. Поэтому очень важно, что мы детям не запрещаем, да, не пейте, не курите, но это очевидно. Не нужно запрещать им. Дайте детям альтернативу. Воркаут – это и есть альтернатива. Здоровый образ жизни. И поэтому в этом фишка. Спасибо большое. Вы как человек, который вдохнул в жизнь воркаут, как вы оцениваете динамику роста, интерес к этому спорту за вот эти последние 5-10 лет? Движение воркаут набирает невероятных оборотов. Даже вспомнить, что было там 5, 6, 7 лет назад, это невероятный рост атлетов. Я вот остановлюсь на атлетах все-таки, да, а не в целом движении воркаут, потому что они достигают серьезных результатов. Буквально там 7 лет назад было чем-то неведомым, там на одной руке потянулся. Вау, это круто, нереально. Сейчас по 15, там, по 10 раз с весом в другой руке подтягиваются. Плюс целое шоу делают, да. И вот в этом фишка, мне это нравится. И мне нравится, что страны развиваются. Сейчас есть поддержка в некоторых странах, да, поддержка государства. Я вот вспомню те моменты, когда я сам 5-6 лет назад включал экран Ютуба, можно сказать, и смотрел ваши видеозаписи, да? И они тоже очень такие вдохновляющие, мотивирующие. Расскажите, пожалуйста, вот наверняка ваш приход в воркаут, вообще в спорт, тоже это интересная отдельная история. Вы знаете, у меня много было факторов, почему я пришел в это направление. Конечно же, одно из них – это эгоистическое чувство, что, в принципе, нормально. Эго – это не есть плохо. Когда я хочу выглядеть классно, стройно, красиво, хочу быть подтянутым и, в принципе, выглядеть нормально, как человек, а не как пивная бочка, да, с животом. И поэтому это одна из причин. Вторая причина – я устал видеть одну и ту же картину.
когда на лавочках молодежь прожигает свою жизнь зря. И я решил дать альтернативу людям и ролью личного примера, то есть начав с себя, взяв на себя ответственность, вывести это движение на некий новый уровень. То есть окей, классно, когда куча спортсменов, каждый много подтягивается, много отжимается и побеждает на чемпионатах. А что дальше? То есть всегда есть два вопроса. Зачем? И второй вопрос, а что дальше? Зачем? Я ответил. А что дальше? А дальше интеллектуальное, умственное, духовное развитие, где есть развитие внутреннего стержня, где есть самообразование в целом. И вот благодаря этому мы сейчас проводим туры по 5 уровням аккредитации учебных заведений. Мы проводим семинары, мы проводим тренинги, мы общаемся с молодежью, мы доносим в массы о пользе и концепции здорового образа жизни, правильного питания, физиологии, да, оздоровительной физкультуры. И вот благодаря этому мы выводим это на некий новый уровень. Поэтому мы должны воспитывать думающее поколение. Вот это слово ключевое. Чтобы вот в Центральной Азии молодежь была думающей. Именно поэтому я провожу тут колоссальную работу. То есть здоровый образ жизни, занятия спортом – это не просто спорт или какое-то увлечение, это такая глубокая социальная политика. Это не просто социальная политика, это социальная миссия. Ведь часто я декларирую слова, их часто, да, я их произношу, мы занимаемся социальной и благотворительной миссией. И вот я всегда говорил, многие, кстати, ассоциируют движение воркаут исключительно со спортом. Нет, это нечто большее. Причем большее не на словах, а на деле. И все-таки я попробую резюмировать. Третьим фактором прихода в этот спорт у меня была все-таки, наверное, мотивация выйти из грязи. После развала Советского Союза, когда вот прямо массово внедрился нездоровый образ жизни, когда популярно, модно было подражать бандитам, когда популярно было употреблять алкоголь. Но теперь я счастлив, что я не живу в этой грязи. И я вышел из этой грязи и живу нормальной, счастливой, насыщенной жизнью. Я счастливый человек. Мне часто говорят: Денис, а как же ты расслабляешься? Говорю, а я не напрягаюсь. Вы понимаете? И я путешествую по миру. Я общаюсь с новыми людьми. У меня, на самом деле, огромная площадь, целый земной шар, целый мир, который я еще не облетел. Я хочу побывать во всех странах. А это движение, здоровый образ жизни, трезвая нормальная жизнь мне это позволяет. Вот и все. Поэтому это круто. Я часто говорю, путешествуйте, общайтесь, дружите, живите счастливо. Денис, спасибо большое за очень интересную беседу. Вообще, это большая честь с вами познакомиться, посидеть с вами, пожать вам руку. Вы делаете большое дело. И в завершении нашего интервью порция мотивации от Дениса Минина нашим зрителям. Мотивации бывает очень много. И мотивировать мы себя можем по-разному. Но у меня есть некоторые рекомендации. В первую очередь, будьте последовательны. Последовательность с большой буквы. Почему? Потому что мы иногда не соответствуем своей жизни, своим принципам, а главное, своим ценностям. Поэтому, если вы что-то говорите, то и действуйте так. Есть такая замечательная пословица: «За нас скажут наши дела и результаты». Поэтому я рекомендую вам жить счастливой и насыщенной жизнью, а, соответственно, когда она будет такой, она будет здоровой, благополучной. Здравия вам! Ну а это был Денис Минин, лидер движения за здоровый образ жизни и президент Всемирной Федерации воркаута. И ваш покорный слуга Урмат Насыкулов. Верьте в себя, думайте только о хорошем и будьте всегда в тонусе. Молодежь за мирное развитие, а спорт во имя мира и согласия. Кыргызстан здоровая, сильная, умная, образованная нация. Поэтому мы ведем стрит! Кыргызстан!